Член Центра избиркома Антыр Абдрахматова требует отставки всех членов ЦИК. Более того, она намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела в отношении руководства ЦИК. По ее словам, парламентские выборы, назначенные на 4 октября этого года, с момента назначения до окончания прошли с многочисленными нарушениями, допущенными со стороны Центра избиркома. Сырые, необоснованные решения, несоблюдение требований закона о госязыке, отсутствие своевременной работы с мигрантами за рубежом. Это лишь вершина айсберга бардака в ЦИК, уверяет Абдрахматова. Также она считает, что ЦИК покрывала бездействие правоохранительных органов и не принимала решения в рамках избирательного законодательства. Мой уважаемый народ, вы требовали от меня во время парламентских выборов быть справедливой и стоять на страже закона. Несмотря на угрозы, без страха и сомнения, я попыталась противостоять огромной госсистеме. Теперь есть шанс начать новую историю нашей страны с чистого листа. Считаете ли вы, что нынешний состав ЦИК, который провел незаконные деяния, на этот раз проведет прозрачные выборы? Или же вы снова будете ставить лайки на Facebook, в Одноклассниках, а потом снова выйдете на митинги? Трижды в стране произошел хаос из-за выборов. Дважды из-за выборов пролилась кровь. Если в третий раз ЦИК избежит ответственности, то мы никогда не поменяемся и не станем лучше. С завтрашнего дня нужно сформировать новый состав ЦИК из гражданского общества. Между тем, коллеги по цеху Антыр Абдрахматовой к ее заявлению относятся скептически. Член ЦИК Кайрат Усманалиев, напротив, считает, что Центр избирком выполнил все условия и обязанности в рамках законодательств. Те люди, которые требуют отставки членов комиссии, сфокусировали свои взгляды не в правильном направлении, считает юрист, потому что основные проблемы, которые были связаны с выборами, это был массовый подкуп голосов и использование админресурса. Правоохранительные органы подыгрывали. Вот всем вот этим потакали, закрывали глаза. Мы об этом говорили, мы это не скрывали. И теперь в этой ситуации, оказывается, Центр избирком виноват, и он должен уйти в отставку. Оправдываются только те, которые, допустили какие-то, колоссальные какие-то ошибки, которые несут какие-то очень негативные последствия. Я еще раз повторю, лично мне, как члену Центра избиркома, оправдываться нечем. Правозащитники, в свою очередь, считают, что в действительности во время президентских выборов в 2017-м многие были недовольны работой Центра избиркома. Однако сейчас в стране необходимо скорее провести парламентские выборы и провести легитимный парламент. Более того, специалисты вопрошают, а почему на данный момент никто не говорит о Генпрокуратуре и МВД, которая по факту бездействовала и не реагировала на заявление ЦИК о подкупе голосов и использовании админресурса. Обвинять ЦИК в том, что произошло в стране, наивно и однобоко. Иллюстрация членов Центра избиркома ситуацию никак не поменяет, считают специалисты. И если мы сейчас начнем все отвлекаться на то, что давайте мы поменяем ЦИК, а потом давайте мы поменяем еще, тогда мы должны поменять прокуратуру, тогда давайте мы дальше уже менять МВД, потому что они все тоже играют большую роль во время выборов. Вообще трогать хотя бы один орган, легитимный ЦИК, я думаю, вообще не стоит. Сейчас мы должны поднимать вопрос о проведении парламентских выборов. Ранее в сетях появилась информация о том, что Абдрахматова планирует зайти к премьер-министру, исполняющему обязанности президента, с заявлением о том, чтобы он отозвал президентские квоты. Некоторые пользователи соцсетей пишут, что она уже была на приеме. Это значит, что Садыр Джапаров назначит своих людей в ЦИК. По мнению Кайрата Усманалиева, в этом случае Центр избирком будет карманным. Отметим, что всего в ЦИК 12 членов, которые избираются через Джогоркенеш сроком на 5 лет. Мандат неотзывной. 1/3, а точнее 4 члена, представлена президентом. Еще 4 человека от оппозиции и еще 4 квоты от коалиции большинства. Поскольку нет этого мандата отзыва, любое сейчас решение о том, чтобы, как это называется, распустить Центр избирком, оно будет незаконным. И всех, которые потом наберут вместо нас, они тоже будут автоматически нелегитимными. И нелегитимный состав ЦИК проведет нелегитимные выборы. Отметим, что на сайте общественной петиции secureavaz.org выставлены 3 требования по отношению к ЦИК. Первое – написать всем членам ЦИК заявление о сложении полномочий. Второе – провести заседание Джогоркенеша, посвященное деятельности ЦИК Кыргызской Республики, и принять отставки членов, а также Генеральной прокуратуре дать правовую оценку действиям членов ЦИК.
Айдон Отбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.